Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на мужчину. И мы с вами узнаем, что сейчас происходит в его жизни, в его доме, в его сердце. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на мужчину, представьте его мысленно либо вслух, задайте ему свой вопрос, и пусть песочек нам все покажет. Прежде чем я начну, всех вас, мои хорошие, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Здесь мужчина как будто бы на грани. На грани, либо большой тут взрыв намечается. Но что-то будет. Вот явно что-то будет. Вот мне идет мужчина, вот как довели его. Довели. У него тут, знаете, спина ломается, и голову поднять не может. Такие мысли у него тяжелые. Тяжело, да, очень тяжело. Мои хорошие, скажу сразу, как при диагностике, да, либо вы понимали для себя, подходит вам эта отсыпка или нет. Здесь мужчина мне идет в семье. То есть либо он женат, он семейный человек, либо он проживает, например, там, с родителями, либо очень плотно участвует в жизни родителей. То есть, решает их проблемы, либо он с ними живет, да, может, семья большая, может, у него там много братьев, сестер, и он им всем должен, да, либо он за всех должен. Больше, конечно, отыграется, что мужчина не свободен, у мужчины семья, причем семья такая очень требовательная. Требовательная в плане того, что вот тебе лопата, иди копай, а мы вот будем сидеть, прохлаждаться, наслаждаться жизнью, а ты нас всем обеспечивай, ты нам вечно должен, да, все должен, за все должен. Вот давай. И у этого мужчины единственный лучик вот счастья — это вы, женщина, с которой быть вот как нельзя. Нельзя, не положено, либо как бы проблематично, да. Если жена, то понятно, почему нельзя. Если в семье живет с родителями, может быть, родители как-то очень категорично против вас настроены. Но, может быть, и вы не свободны, да, поэтому какое-то двойное нельзя, может даже отыграться. Может, вы тоже замужем, либо у вас парень есть, да, вы смотрите на того, кто вам нравится. Жизнь очень тяжелая. Мужчина вот мне идет как-то не досыпает, не доедает, не отдыхает. Вот как нет у него времени для себя. Да? Вот всегда всем должен, всех должен обеспечить, там, помочь, накормить, принести, добыть, сделать. Да? Вот какая-то жизнь такая, как на износ у него идет. Как ничего хорошего в жизни не видел. Либо то хорошее, что в жизни появляется, как будто бы из рук уходит. То ли сам удержать не может, то ли уходит. Вообще очень похоже, что этот мужчина под дурным глазом живет. Как сглазили его когда-то. Возможно, в былые времена у этого мужчины очень хорошие, яркие более перспективы. Его просто вот сглазили. Сглазили, что ты умный, что ты можешь, что ты деньги зарабатываешь, что вот ты счастливый, да, вот как-то так сглазили. Сглаз у него есть. Вот у кого-то прям точно отыграется. 80-85% точно мужчина с глазом дурным. Поэтому у него такая жизнь тяжелая стала. Вроде как бы и не порча, да, но постоянный отток. Постоянный отток, счастья нет, радости нет. И вот всем все должен, живет как будто бы даже не свою жизнь, а живет за чужих людей.
кто им пользуется, а пользуются им многие. Тут и семья пользуется, и родня пользуется, и друзья пользуются, да все пользуются. Кому не лень, все пользуются. Мужчина какой-то безотказный, либо очень совестливый такой, знаете, вот хороший человек, что вот он отказать не может, либо если его разжалобить, то он прям рукой махнет, скажет: хорошо, я сделаю, либо я помогу, я дам. Такой вот мне человек идет. Скорее всего, вам тоже его как-то на подсознательном уровне жаль. Да, вот какая-то жалость, что вот вы видите, какой он несчастный, недолюбленный. Мужчина в рассвете сил, допустим, да, но выглядит измотанным, старше своих лет выглядит, мне идет. То есть ему бы жить, дожить, да, радоваться жизни, там, тратиться на себя, на свою радость, на свое удовольствие. А нет. Вот как белка мне идет, как загнанная белка в колесе. С глаз, скорее всего. Либо такой характер, да, либо с глаз. А может быть и то, и другое вместе. Тогда вообще ужас, да, быть таким добрым. И еще, чтобы прям у тебя с глаз был. С глаз он легко снимается. Просто уже, знаете, это такая рутина, которая его буквально по самые уши затянула. Да, не так-то просто будет из этого всего выбраться. Я вижу, что этот мужчина делал какие-то попытки от вас отстраниться. Не общаться, не видеться. Как-то, знаете, больно ему было в эти времена. Но он не хотел вас обидеть, он наоборот хотел вас от себя защитить. То есть я такой невезучий, у меня жизнь такая тяжелая, я тебе, девочка, ничего хорошего дать не могу. А ты такая славная, ты такая красивая, тебе, мужчина нужен, который тебя действительно достоин будет на руках носить. А я уже, смотреть на меня страшно, так уже истаскался по жизни, вообще ничего не осталось, как выгораю изнутри. Вы, как два раза мне идет. 2 раза он пытался вас забыть и от вас отстраниться, но не смог. Не смог. Он, знаете, он как вас увидит, даже просто не видит, подумает о вас, и у него как прилив сил приходит, да, у него глаза загораются, ему легче становится, боль отступает, страх, грусть, тоска, это все начинает отступать. Мне вообще идет, что он сейчас живет как-то украдкой, да, от встречи до встречи, от свидания до свидания с вами, да, потому что от вас он подзаряжается. Возможно, вы даже тоже ощущали, что он немножко подтягивает вашу энергетику, он стягивает, да, вампирит вас немножко. Тут, скорее всего, вы добровольно, ваша душа его жалеет, и вы добровольно можете ему часть своей энергии отдавать, потому что видите, как он измотан, как он устал, как ему плохо, как ему не здоровится, грубо говоря. И не зря я сказала, что вы его жалеете. Мне идет, что вам его жаль. Жаль, хочется как маленького мальчика защитить. Вы, может быть, не совсем понимаете, от чего, да, откуда вообще такие чувства у меня рождаются. Но ваша душа его жалеет и чувствует, что ему плохо. Очень даже плохо. Смотрите, приблизительно все в его руках. И он может свою жизнь изменить, очень может, но ему в этом помощь нужна, понимаете, помощь. Ему почему-то кажется, что он вас недостоин. Но это, наверное, как знак любви, наивысшая точка любви, это самопожертвование. Человек, который такой, пусть я буду несчастлив, но моя любимая будет счастлива, да. Я не хочу делать ее жизнь невыносимой. Я не хочу, чтобы у нее были проблемы с моей этой женой, либо родителями. Я не хочу испортить ей жизнь. Я хочу ей счастья, да, чтобы она счастливая была. Он как сознательно может из-за этого от вас отказываться. Либо себя приговорить к тому, чтобы я недостоин. Я недостоин, даже не буду пробовать, не буду ей жизнь ломать. Это прямо, конечно, не очень хорошо. Но с другой стороны, мужчина-то очень совестливый, да, как бы там эти родственнички не пользовались, либо семья не пользовалась, все равно он как-то их жалеет. Он такой, куда они без меня? Что они смогут, да, как они будут жить, да, он их жалеет. Тут как коса на камень нашла, не знаю, очень жалко, конечно, этого мужчину, да и вас, конечно, жалко, потому что у вас к нему интерес, у кого-то прям чувства есть. Не из праздного любопытства вы смотрите эту отсыпку. Всех жалко, но надо делать выбор, либо надо этому мужчине помочь определиться. То есть вы должны его как-то поддержать, сказать, что я рядом, я с тобой, мы пройдем вместе этот путь. Если любите, конечно, да, сказать, что мне кроме тебя никто не нужен, да.
Я хочу свою жизнь прожить с тобой. Как-то надо, девочки, на него воздействовать в этом плане. Вербально, да, словами нужно воздействовать. Возможно, ему действительно нужна мотивация, а возможно, ему нужна ваша рука, ваше плечо, да, чтобы на вас немножко опираться, либо хотя бы знать, что он может на вас опереться, что вы не боитесь того пути, который предстоит пройти. Там, путь его развода, либо сепарация с его семьей, родителями. Ну, вот такая отсыпочка, конечно, тяжело, очень много загрузки на нем, и у вас очень много разных тревожных мыслей. Вы тоже вот иногда как мечетесь, думаете, ой, нужен мне этот мужик, да, найду себе нормального. А потом такая, ну нет, ну это же мой, мне его так жалко, я его люблю, да, вот какие-то такие у вас тоже метания идут. Ой. Вот говорят, да, что у хороших людей жизнь тяжелая, а плохие прям, да, живут и наслаждаются. Ну, вот приблизительно из этой серии. Что важно, что я вижу, важные знаки. Во-первых, я вижу, что не сейчас, но чуть попозже этот мужчина будет как между добром и злом балансировать. Как вот, знаете, две двери, две дороги, да, вот выбор у него будет стоять. И вот именно в этот момент вы ему будете очень нужна. Именно вы будете нужна. Только вас будет слушать, да, либо вас послушает, к вам прислушается. И тогда уже ваше слово будет решающим. Скажете «да», позовете к себе, он будет действовать. Будете молчать, либо скажете «нет», ну, все останется как есть. Все останется как есть. Это ваш выбор, девочки. Даже не его, понимаете, он будет стоять на выборе, а выбор это именно ваш. Именно ваш, да. По поводу вас, ну, у вас судьба счастливая. Я вижу, что вы будете любить и будете любимы. Я, правда, не могу сказать, с кем. С ним, либо с кем-то другим. Но вам быть в семье, вам быть в паре, вам быть счастливой именно в личной жизни, в любви, это 100%. Только вот с ним ли, либо с кем-то другим, к сожалению, не скажу. Тем более это не тема, не показали. Ну, вот такая вот ситуация. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.